Катехеза с князем Александром Фоминых на хвалях Радио Мария. Хвала Христу, мои дорогие. Сегодня середа, середа Попельцовая. І знову протягуємо наші конференції плоді Духа Святого. Один із аспектів, яким ми розмовляли, це радість. Ось опошній раз ми з вами розмовляли, розважали в мессианских псалмах, другим і 16-м. Сьогодні так само будемо протягувати це розважання, але вже під контом мессианских псалмов, так псалмов покутних, під контом сьогоднішнього дня Попельця, коли розпочинається Великий пост, коли той час, який нас закликає до навертання, до переміни нашого життя. А перед тим, як розпочнемо цю конференцію, розважання біблійне, помолимося з вами. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Отец Небесный, просим Тебя во имя Иисуса Христа, Твоего Сына, Твоего Духа Святого, как мы соправды, Пани, были Твоими живыми камнями, как то, что Ты учинил в Своем Сыне, мы приняли и могли жить, дякуючи Твоему Сыну, дякуючи Духу Святому, как больше и больше мы становились людьми духовными, как больше и больше отдалялись от того, что телесное, как из наших сердц возникла зависть, ненависть, неприязнь, сквапность, хотілость, інші речі. Пані, учини наше серце чистими, наші очі чистими, Пані. Просим Тебе, как мы соправду могли идти этим шляхом. Просим Тебя в этот час, особливо, коли сьогодні розпочинаємо Великий пост, то в середу пепельную, как мы пам'ятали, что час есть короткий. Як Ты можешь, кажешь сегодня в Святом Писании, что как мы не принимали надаремно ласки Божией, то, якою ми отримали в Святому Христі, в Святому і в сакраменті конфірмації, бежмування, яку ми розмножаємо. Просим, Пані, щоб Твоя ласка соправда разливалася над нами и была у нас, как мы чинили все для Тебя, не для позору, не для доведовочности, как мы молились, постились, давали милостыню с ширым открытым сердцем. И от этого так само отрымливали радость. Но вот радость ту, якую, может быть, и от поста, тоже от поста, когда мы переживаем час этого навертания, передусім радость от нашего навертания. А Тебе, Наисвятейшая Богородица, Дева, якая приняла этот план збавления, якая переживала эти покуты разом со своим сыном. Пророцтво Симеона в этот час здійснилось это пророцтво Симеона, Твое сердце, Твою душу пробил меч. Але Ты засталася завсюди вірною своєму сину. Ти засталася завсюди вірною тому, то, что для чего было покликано. Просим Тебя молитве за кожного из нас, за всіх, хто слухає сьогодні Радіо Марія, так само за тих, хто працює в Радіо Марія. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж жінчинами, благословленный плод улоня Твоего, Єсус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Мы с вами разважали, я уже сказал, что мы с вами разважали о псалмах мессианских, псалмах о другим, и 16-м, есть еще там несколько псалмов мессианских, ось 110-й, 132-й, 89-й псалми. А так само есть такие, кажут, о триумфе Мессии, есть такие псалмы, так само они связаны чи з Месією, чи з навертанням з Месією, особливо це 22-й псалом, 69-й, ось і псалом, який такий вельми моцний, вельми моцний, це 51-й псалом, яким би сьогодні хотіли розпочати це розважання. Яка тут радость в этом? Да, це этот псалом покутний, покаянный, покутний псалом такой, і как бы то, что
здійснилось, то, что воспевает король Давид в этом псалме, оно здійснилось и в его житті. Он распочинается начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Ну, вы ведаете, что король Давид был выбранный, он был выбранником, пан выбрал его от стада, и он был наимолодшим в доме своего отца, или пан, сапраўды, дал такую великую ласку ему. А вот когда он перемог Голиата в этой борьбе и шел на него там только с несколькими камнями и с таким кием, вот, насмехался над ним Голиат, сказал, что ты так на пса идешь за мной, на собаку идешь с палкой, да, он с кием. А Давид сказал, что ты идешь на меня с дидой и мечом, а я на тебе иду с моцей Божией. Ну и Бог углядел это в этом молодом чоловіки, наступника Саула, який попросту був непослухмяний, який згрішив. Але ми не так давно так само чули, то, що два тижні тому було, коли Саул шукав Давида забити, Давид, скажімо, взяв його діду і ось таких ось водою так стоял и сказал, что слуги Давида сказали, что Бог отдає в руки этого Саула. Он сказал, что николи не буду забивать помазанника, да, Божия, того, якого пан Бог намастил. Был этому верный и пробачил. Ось така так само радость пробачення пробачил. И потом, коли был Саул забитый, то Давид стал королем и был одним из найвеликших королів, які були в Ізраїлі, здобув вельми шмат територій, завсёды був з мечом, но вот коли пожадав побудувати дом, то там так само пророцтво було Месії, що син твій побудує, а це чоло Соломона, але так само той дом, який побудує наступник, да, это сын Давида, это Иисус Христос. Потому что не мог побудовать дом, потому что пролил шмат крови. И менавіта тут, в этом псалме, коли был Давид королем, он вышел на дах и убачил Бершебу, яка купалась, и человек, не глядячи на то, что был сапраўды человеком Божьим, был пророком намащенным, и он упал в грех. В грех такий, что попросту покликал эту женщину, ось зробив гріх цудолоства, але ще забил Урію, його мужа Бершеби, поставивши его там под стеной, или забили его там руками ворогу своих забил. И коли пророк Натан пришел до его, ось и рассказал ему такую приповедь, что одного человека, пришел один человек там в гости, ось один был богатый человек, у него было шмат овечек и розно інший живел, а был другой бедный человек, у которого была одна овечка. И этот богатый человек забрал эту овечку у бедного человека, как зробить вечеру, как зробить гостину. И Давид был, как бы он был человеком справедливым в сердце, да, но и сказал, что подлегая смерти этот человек, который забрал эту овечку. А Натан ему сказал, что ты этот человек. Ты этот человек, потому что он забрал Бершебу, використовуючи свою владу. И владу того, что он является королем, забрал эту женщину, но потом дитятка, яке було зачата в греху, воно померло. Ось, и забил эту Урию. И пан Бог ему сказал, что там меч николи не отойдет от твоего дома. И менавіта ось этот псалом, і читається і під час поховання. Іменно сьогодні, от, під час Великого посту, він вельми часто читається такий псалом покутний, але хтось може сказати, а яка радість тут?
Радость навертання, вот тут есть такие слова в этом псалме. Радость навертання – это завсёды такая великая радость, когда человек посповедается, когда человек грешит, когда человек пригнечений тим грехом, да, коли чоловік грех – це завжди смерть. І коли чоловік посповідається, навернеться, коли чоловік розпочинає жити з Богом, то чує попросту фізично, як бруд спливає, да, я колись так пережив подчас одної з перших таких сповідей моїх, коли сповідався, скажімо, подрихтувався до, почув, як потім подчас молитви бруд якийсь стек з мене, фізичний такий. Бог, справді, зробив вельми шмат. Забрав мені туди страх, забрав інші речі, да, там, це було коротко по навертанню. І тут так само этот псалом, він нам показує, Давид, він кається, да, він покутає, він справді, серце його щиро кається. І менавіта просить он Пана Бога, да, тобто пробачення. Бог він милосердний, потім треба пам'ятати. І тут так само радість повинна бути, що це не значить, що ми повинні грішити, а там Пан Бог милосердний, нам пробачить і все там, да. Це гріх проти Духа Святого, потім так само, коли будемо в сакраменті покути казати, по сакраменті сповіді, будемо розмовляти по тих гріхах там. Ось, тому Бог милосердний, але Він хоче, щоб ми покаялись. І тут, справді, є таке покаяння того чоловіка. І він покутував, але сказав, що ти застанешся живий, але меч не отойдет от твоего дома. И потом, поглядите, после Давида был Соломон, и потом королевство разделилось, и там были войны, и інші, и так далее. Забивали там, да, и в грехи впадали эти люди, и нарешті там королевство здобыл Навуходоносор. Не было королев, потом попросту после шмат годов там появились короли, это уже были Хасмонеи, это уже не были наступцы Давида, и после это пришел соправный король, яким з'являється Ісус Христос, який з'являється потомком Давида. Давид просил Пана Бога: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония его, и от греха моего очисти меня». Это просьба, да, он просит Пана Бога, как, кто может пробачить грехи, кто может очистить грехи? Только Пан Бог, да. Пан Бог может очистить и пробачить грехи. Святар отпускает грех, але он не пробачає. Бог пробачає грехи, і менавіта Ісус Христос прийшов для этого, да, как сапраўды в этом как человек през покаяние пришел до Пана Бога, как сапраўды забрать эти грехи. И сегодняшнее другое читание с другого листа до Коринтиянов каже, что он того, кто не видел грехом, он зробил грехом, да? Иисус стал грехом. Иисус стал грехом, и он взял все наши грехи. И Давид верит, что Бог милосердный, что он Бог пробачает, что он глядит на сердце человека, потому что он сам сказал это, когда Давид был выбираний, то он Самуилу сказал, что Бог глядит не так, как человек глядит, а глядит в сердце человека. Именно Давид в это верил, он молится, да, помилуй меня, Боже, по Твоей милости, его великая Твоя милость. А далее такая постава человека, який усвідомляє того, що він грешний. Да? І тут, скажімо, так само, коли чоловік стоїть в правді, со скрухой серця, то так само радость приходить, да? То усведомляет. Ибо беззаконие я осознаю, грех мой всегда передо мною. Тебе одному согрешил я, и лукавое перед Твоими очами соделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачатый, во грехе родила меня мать моя». Тут король Давид познает свою проблему, то, что он грешный, то, что он слабый, то, что он только человек. Но вот когда он король, да, но он только человек, он не Бог. Да, и он не Бог. И он усведомляет по деяниям ласки
ласки Духа Святого, и потом он будет просить в этом же псалме далее, будем говорить, что не отбирай мне своего Духа Святого. Он осознает, усведомляет, что он слабый, что его беззаконие, его там грех завсёды перед очима, да. И это первый крок до того, что когда человек усведомляет себе то, что он грешный, да, то, что он слабый, то это первый крок к оздоровлению. Менавіта тогда, когда мы идем споведаться, там повинна быть сведомость, что мы человек мы грешный, перестаю перед Богом, да. Когда я свою проблему познал, а когда я познаю проблему, то есть облегчение, да. И поглядите, когда бы человек, когда чул это, если там митрополит казал, что человек бы такий хворий там пришел, у него была такая вельми важная хвороба, может, ну, як рак, наприклад, а він сказав, там якийсь мені там лікарю каже, там, как дали ему таблетки от цитрамона, якось от головной боли. Там я хворий, але там у меня криху голова болит. Но цитрамоном бы не вылечили, да, это, ну, это повинен был сказать, что так, у меня такая хвороба, то и пойти до того лікаря такого, який ведает, який есть, ну, профессионалом в этом деле. Бог является профессионалом от всего, да, от нашего сердца, от нашей истоты. И наилепшим лекарем, и Давид это ведал. Он стоял в правде, да, он что сказал, что я, Пане Боже, грешный, я слабый человек, да поможи мне. Вот и в беззаконии зачатый во грехе родила меня мать моя. Пан Бог пробачає кожний грех, але не пробачає тільки одного греху, який чоловік попросту не визнає, да? Який чоловік не пробачає того, що коли чоловік не встане в правді перед ним. Менавіта тут такое, скажем, ну, как бы подрихтовка до того, это переживание этой радости, да, радости того, что Бог... Я стою перед Ним, перед Паном Богом стою у скруси, у такие, ну, скажем, в покоре стою. Але сапраўды это так само, мы потому что будем познавать сапраўды, так само это как бы дорога к радости, да, когда человек покорный, когда он тихий, смиренный, покорного сердца, да. Когда человек усведомляет свою слабость, усведомляет моц Пана Бога, да, то, что он моцный. Менавіта Бог дає умацновує чоловіка і пробачає йому грехи, і сапраўды він вливає в серце чоловіка радость. И снова далее говорит, вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою. Окропи меня исопом, будет чистое мое меня, буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости мои, тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и сгладь все беззакония мои. Пан Бог любит правду. И Пан Бог хочет, чтобы мы стали в правде, да, и Пан Иисус потом скажет, что познайте правду, познайте истину, она вас сделает свободными, как мы познали правду, да. И когда мы познаем правду о себе, правду, скажем, о Боге, який любит и пробачает, это не радость ли это? Это не повинны мы радоваться, то, что, скажем, что и Он, Бог, когда, скажем, мы это узнаем, стоим с Ним, узнаем, что Он Бог правдой является, что и Он любит правду, что и Он является крыницей этой правды, да. И Давид скажет, и внутрь мне явил мне мудрость, да, твою. Мы уже о даре премудрости размножали с вами, о даре Духа Святого. Это первое здорово. Это присутность, как Папа Франтишек сказал, что это присутность Бога в нас. Да. Это мудростью Божией является Иисус Христос, как Святой Павел потом напишет. И эта мудрость, эта премудрость, она, Бог хочет, как она была, да. И Давид скажет, что ты мне явил мудрость твою. И потом он пишет, скажет, окропи меня гизопом, буду чистый, а мой меня я буду белее за снега. Гизоп — это такая трава, якою окропляли, это на успомин, на ось был. Потом, когда Израиль выходил из Египта, брали такую, скажем, веточку изопа и кровью баранка, это ягняти, было окропляли вот это все, и двери тогда и так далее, да, и
Анёл смерти прошел. И Давид, он сведомый в том, что там, да, только кровь Иисуса, кровь Божия, это уже потом как бы поглядим далей на Иисуса Христа, кровь не ягняти нас омывает, а окропи меня зопом буду чистый, да, окропи меня, Пані, Ти і кров ягняті, справного ягняті, яким з'являється Ісус Христос, яким святой Ян каже, коли Пан Ісус приходить на Йордан, він показує 2 рази, ось в Євангелії поводле святого Яна, ось баранок Божий, який бере на себе грехи світу, да, своїм учням каже, ось в 29-31 вірші. В першому розділі Євангелія поводле святого Яна, той, який справді окропляє нас такою своєю кров'ю, віддав своє життя за кожного із нас. І ягонна кров очищає нас. І Давид був свідомий в тому, що тільки Бог може зробити це, да? І он был сведомый, что грех завсёды несе смуток. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою скрушенные. Да? Но вот Пан Бог как бы карая, как покарает, то кости будут радоваться. Дай мне радость, пишет, дай мне услышать радость и веселье. Почуть это, да? То, что почуть его голос Твой, Пане Боже, что Ты не откидываешь меня от себя, что Ты завсёды попросту за мною, ти мене хочеш пригорнути, ти шукаєш грешного чоловіка, да, то менавіта, коли я в це вірю, то справді та радость проникає, то що Бог завсёды вірний. Дай чуть мені, так він просить, да? Дай мені услышать, почуть радость і весілля. Твій голос, і Бог промовляє про Святое Писання, Бог промовляє про сакраменти, але найбільш Бог промовив про Ісуса Христа. Ось Він промовив найбільш про Ісуса Христа, який уподобнився до нас, да, який, будучи Богом, не скористав з можливості, щоб возвыситься, унизил самого себе, близ до Филиппянов, і Він став подобним до нас до всьому. І Давид потом просит, чтобы Бог наполнил его радостью, как его кости возрадовались, отврати лицо свое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. И он знищил грех, как бы беззаконие знищил. И только Бог может это учинить. Человек не может, да, этого зробить. Ну, наприклад, видите, коли у чоловіка залежність якась є, да, я пам'ятаю, як еще давно я был, будучи невіруючим, подчас тільки коли я навернувся, я ще перед этим человек грешный, да, слабый. У меня таки проблема была, вельми азартным человеком был, мог там прогулять невідомо скільки чого там, да. А коли я дал життя Пану Богу, Ісусу, Ісус меня просто освободил от этого. И я радуюсь этому. Справді, не пригнітаю вже ні ті однорукі бандити, ні інші якісь там, да, у мене навіть ніяких, я ні в комп'ютерні гульні не гуляю, ні во що, а от в шахмати вже не гуляю, в інші речі, там, як пам'ятаю, коли були чемпіонати там по футболу, да, сидів по ночах, это там виглядав. Зараз довідаюся там з комп'ютера, що де там згуляли там. І справді та радість, що Бог увольняє, Бог зробив свободним, да? Бог зробив свободним від страха, наприклад, у мене вірно. З дитинства був страх, я боявся собак і інших речей, да? Комплекс у мене був такий, ну, то, що з татою були проблеми, і Бог так само, і Бог освободив від этого. І це радість. І от того, що Бог забирає ці проблеми, то, що Він чинит ее так, как он хочет. И снова Давид просит далее. «Сердце чистое сотвори во мне, Божий, дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня». Давид был пророком, да, Давид был намощенным пророком. Когда мы читаем Старый Заповет, первую и другую книгу Самуила,
Самуэля. Там, калі ён намашчаюць яго, есть такая прымаўка, і Давід пророк. Таксама паглядзіце, нават в Новом Заповете кажут, что Давид был пророком, пророчество — это псалмы мессианские, другие мы читали эти его, 16 эти 22, які мы так само будем размовлять сегодня, 69-й псалом, где так само з пророцтва Давіда. Іншыя, калі мы почитаем мессианские псалмы, например, 132, 89, да, где выбирает Бог, там заключает завет, Давид был свідомий, скажем, что все распочинается в сердце человека. Там Иисус Христос будет сказать, что изнутри человека выходит зазрость, ненависть, забойство и так далее. Да, там не вплывают неумытые руки, а неумытые руки могут вплынуть на здоровье физичное. Да, а то, что ты неумытыми руками сделал, там, на твое духовное здоровье никак не вплыне, а іншие речи, да, то, что в твоем сердце. И Давид, он свідомий, он просит чистое сердце сотворить во мне. Так, а бруд это Бог забрал. И дух правый обновил внутри меня. Как бы этот дух был правый, это был просто был, как бы мы жить правильно, да. Не отвергни меня от лица Твоего, Духа Твоего Святого не отмени меня. Как стоять перед оплечем Бога. Мы опошний раз сказали, я уже казал, видите, мы размовляли так само об боязни Божией. Люди вельми часто как бы становяться на молитву з такого примусу. Да? Ці пішов на святу імшу з примусу, да? Ці інше щось ти зробив з примусу за страху. Бог не хоче цього. Бог не хоче, Він хоче, щоб ми справді в духу радувались зустрічі з Ним в молитві, в сакраментах, на найсвятішому сакраменті, в сакраменті покаяння, да, покути, коли чоловік зустрічі, да, ці в інших сакраментах, наприклад, на машині хворих, хтось там має сакрамент суженства, как радовался в этом сакраменте, обязать якісь там, да, ці там, как треба молиться, то треба затягнуть себе там и такое страшное там, что там. Бывает тяжко, но не всегда, не завсёды бывает легко молиться, бывает тяжко вельми молиться, это правда, то, что не охота, ці чоловік хворий, ці інші там речі, але не треба этого покидать, треба попросту встать перед и иметь свідомість, что я стою перед обличием Бога. И евреи, они имели такую свідомість. На жаль, видите, что сучасный человек, сучасный так называемый католик, он стратил это. Когда он берет ружанец в руки, например, ці летания читает, ці якую-кольвек молитву, да, так называемые патери, не вельми люблю это слово, але обов'язковые молитвы, то он забывается, он просто оттарабанит, да, потому что пан Бог накажет. Нет, Бог не хочет нас наказывать, да. И Давид каже, там, да, он просит, чтобы Бог не забрал у него Духа Святого, как жил в Духе Святом, и на это и он дает радость. И возврати мне радость спасения Твоего, Духом владычественным утверди меня. Радость спасения, радость избавления. Это одно из, скажем, там будет опошная катехеза, такое подсумование, одно из таких, скажем, крыниц, одно из фундаментов, то, что мы переживаем, это радость избавления. Бог является избавцем, Бог приходит как избавлять. Смотрите, Давид это ведал. Возврати мне радость спасения Твоего, как вернул эту радость, пребывание с Богом, пребывание с Ним, выглядание Его тваром твар, коли молится, да, как ахвярах я он складал, как пан Бог принял эти ахвяры. Сегодня мы с вами переживаем среду пепельную, да, и про Євангеліє каже сьогодні в першому читанні, так само, як ми зробили з чистим серцем, ці в Євангелії пан Ісус каже об молитві, об ялмужні, да, об милостині і о пості. Тобто зробити з чистим серцем, да, там, як молитися не з примусу. Зайди в покой, зачини двери, там, и молись и так, да, чтобы не бачили. То есть твое сердце, как оно радовалось. Ты, когда даешь ялмужну, когда даешь, что вчера было из книги Сираха капитальное читание, было, как доброохотно все это робить, да, как радоваться, Бог дает. Гроши, это справа Божия, да, Бог она дает. И мы, если могу зароблять, то это Бог дает. Ці таленти якісь там, предпринимальництво когось, чи іншого, да? Чоловік, коли там заховує, там він тратить.
не баяцца. То это вось і каб сапраўды было мы жили в духу, да? И духом владычественным твердим, каб мы жили, ходили в этом духу, каб мы ведали попросту, что только человек, коли живет в духу, коли он приносит этот плод, да, этот аспект этого плода, как святой Павел пишет, как мы сегодня размовляем о радости. И сам Пан Иисус сказал, что будете жить, коли кто будет приносить плод, тот будет иметь житье, да. Кто пребывает во мне, тот будет. И далее то, что, скажем, Давид, как бы он, когда он переживает это пробачение, переживает эту моц духа, яким Пан Бог наполняет, когда он просит его, эту радость, он каже так: «Научи беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крови, Боже, спасение моего, и язык мой вославит правду Твою». Сведчение. Человек, коли живе в радости, да, вот, коли Бог пробачает, коли человек досвідчає, має досвід такий, то человек будет свідчити. Мне вельми часто питаються, чому я такою радуюсь, усмішка у мене і так далі. Я там радуюсь тому, что Иисус Христос меня избавил. Радуюсь тому, что Бог мне открыл мое покликание, святарство. Я николи за 11 год я могу щиро сказать, что я николи не пошкодовал ни разу, что я святар, да, что я святар католицкий, что я живу так, из целібат и так далее. Да, тяжко, бывают разные тяжкости, и досвіди, і спокуси, і інші якісь речі, да, але з Богом можна все переодоліти. Це радость попросту того, що це свідчення життя з Паном Богом. Давид, он хотел это, да, он ждал, Пан Бог пробачає, или буду беззаконных научать путям Твоим. И далее, коли есть эта обетница, а коли есть, скажем, перемена сердца, то есть перемена человека. Человек по-іншому стане живее. И далее Давид каже, 17 вес: «Господи, отверди уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертву Ты не желаешь, и дал бы ее всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердцем сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». Покута, одним из аспектов покуты является покора, да? Покора, опять снова Иисуса Христа, будучи Богом, он стал человеком. И Пан Бог дал усвідомить Давиду, что только в покоре можно это принять. Покора – это дар, який Пан Бог дає, только в покоре можно принять, да? Когда человек покорливым будет, то Пан Бог вознагороджує его. Але покорі треба вчитися. Недаремно, коли ми молимося літання до Найсвятейшего серця Єзуса, то просим: «Єзу тихий, покорный, учини мне сердце поводле Твоего сердца». А это с Евангелия поводле Святого Матфея 11, 28-29. Пан Єзус каже: «Придите до меня все обтяжаренные, запрацованные, я вас супокою. И потом научитесь от меня, ибо тихий и покорный сердцем, и найдете супокой душам вашим». Да? Научитесь от меня. И Давид, он учится, и он нас закликает так само в этом. Мы учились этой покоре, учились быть покорными перед Паном Богом. Да? Как бы эта пыха зникала, как бы этот грех зникал, тогда будет соправная радость. И человек... Радость от пробачення, то, що Бог пробачає, а так само, коли я можу пробачити, да? Коли чоловік справді пробачить, то появляється радость, така радость того, що вже не тяжает во мне. Да? И жертва Богу, дух сокрушенный, сердцем сокрушенным и смиренным ты не презришь, Боже. Да? Это соправная ахвяра. Коли мы приносим якусь ахвяру, наивеликшую ахвяру, или когда у нас это все в пыхе, коли там я это роблю не от чистого сердца, это не будет радости. Вот человек вельми часто там как бы задает, а боится чегось, там, да, или страха, какая радость. Но вельми часто мы уже размовляли об этом. Крутята вызволения человека, например, когда человек отмовляется от алкоголя, да, отмовляется не только он
не выживает, а он там не выживает алкоголя, не покупает, частует от алкоголя, не дает гроши там на алкоголь комусь там, да. І коли починаєш розмовляти, люди попросту, там такий страх. І справді, коли чоловік віддає, віддасть это Богу, у меня радость от того, что я уже с 95-го года в круге вызволения человека, и я не уживаю алкоголя и радуюсь. Радуюсь тому, что есть Святой Павел написал послание до Эфесцев, что не убивайтесь вином, ибо от него бывает распутство, наполняйтесь Духом Святым, в 5 разделе. Менавіта это радость, и радость того, что, скажем, радость життя в Боге, это человек может охвяровать чисто, да, охвяровать, но это с радостью. Не от того, что не може і шмат немає, але довіряє Пану Богу, что Бог ніколи не покинет. Костел живется охвяр, да, Радіо Марія живется охвяр, і тому завсёды ми просимо, і працівники так само, це вельми добра справа. Идти там в костел на будову, вельми часто люди кажуть, холодно в костелі. Ну, а где святар возьмет гроши, коли там парафіяни не дадуть, как тепло в этом костеле было? Парафія, треба пам'ятати, що парафія – це не святарань, це не приватне підприємництво якоїсь там, да, приватний підприємник там пробує якусь там парафію. Ні, він відказує за цю парафію, але парафія належить людям. Люди повинні клопотитися. І тут, справді, Давид нас учит, жертва Богу дух сокрушенный, да, как мы с радостью, да, как мы с покорой стояли перед ним, не боялись того, чтобы просто не боялись охвяровать Пану Богу перед усім своє серце. Перше, як охвяруєш своє серце, то буде інше, потім не буде проблем, да. Не будет проблем, например, 10% давать. Я с 94-го года, как познакомился с одним протестантом, на протягу этих годов, будучи студентом, не отримлюючи невеликую стипендію, завсёды 10% давал. И завсёды были гроши, да. И дают они потому, что там, боюсь, там страх нам, да, дают с радостью. С радостью из того, что, может, 10%, 10 колісті там, давав это на Карітас, зараз отдаю свою парафію, да, там, на эти 10, там, на эти невеликий грош, але на этот грош можна щось там набити, може там комусь допомогти, або там збудувати, може там одну цеглину купити, наприклад. Да. Значить, тому це вельми важно, да. Та ахвяра дух сокрушений. Коли чоловік зрозуміє, да, то буде радість. Це буде справді велика радість. Просто это пережил сам. И далее, кажет молитва о Сионе: «Благодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему, Сион. Возникни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения всесожжения, тогда возложат на алтарь Твоих тельцов». Это, перед усім, так само Новый Иерусалим, да? Если Иерусалим был сколько раз руйновали, это Новый Иерусалим. То, что, скажем, небесный Иерусалим, яким Иисус Христос, потомок Давида, казал, да, и Иерусалим твоего сердца. Бог будует, Бог хочет отбудовать этот Иерусалим, это небо, как в твоем сердце было, да, как оно попросту там тебе присутничало. И об этом треба просить. Треба просить кожний раз: «Пані Боже, наповни мене своєю любов'ю, Пані Боже, наповни мене своєю радістю, тому що я сам не потраплю нічого зробити. Пані Боже, наповни мене своїм Духом Святим, да, духом оферності, духом служения. Забери этот дух страха, який дають радість, да. Забери этот, коли це обтяжарює, треба молитися, щоб Пан Бог дав сили переодоліти грех. Часом чоловіка залежність якась, коли чоловік усвідомляє собі ту залежність, як Давид усвідомив, що він грішний. Просіть, це правди, Бог переживе, тоді Пан Бог дає, чоловік переживає ту велику радість. Але це виконалося в Ісусі Христі, менавіта это Псалом 22. Розпочинається так: «Боже мой, для чего ты меня оставил? Далеки от спасения мои слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, а ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Или ляма сабахтани».
так кричал Иисус Христос, когда Он висел на крыжі, да, і здекувалися над Ним люди, які менавіта і тут в этом псалме шмат тих текстаў. Ось ёсць Евангелие паводле святого Матвея, 27 раздел, 46 верш. Да, пишет вот этот фрагмент этого верша. И около 9 часа завопил Иисус громким голосом: или, ляма савахтани, что есть: Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые из стоявших так слышали и говорили: Илью зовет он. И тотчас же, вот, далее, это 69-й уже псалом, да, который губку сам наполнил. Отец не покинул своего сына. Только знал в том, что сегодня мы читали в другом читании, что того никто не ведал греху, и он учинил грехом. Да. Он надрогся, в Боге нема греху. Иисус Христос взял все грехи наши на себе. Менавіта крыша там месяца, где туда можно принести, треба принести грехи. Да. И это покинутость Иисуса Христа, как он кричит это теми словами из 22 псалма, и покинутость ему того, что Бог покинул человека грешного, да, и он хочет человека праведного. Больше сказать, что сам человек покинул Пана Бога. Когда человек согрешил, он сам покинул. Именно тут Иисус входит в эту ситуацию греху человека, становится грехом. И он берет все грехи, отдает. Именно на крыжі помер с Иисусом Христом разом грех. Это не справа радости, не глядячи на то, что этот псалом называется «Пророчество о страданиях и славе Мессия». Да, то, что он, скажем, это не радость. Не радость того, что я, скажем, Бог отдает свое життя за меня. Да, то, что и потом далее псалмист говорит: «Но ты святый, живешь среди славословия Израиля, на тебя уповали отцы наши, и уповали, и ты избавил их. К тебе вызывали они, и были спасены, но тебе уповали, и не оставили в стыде». Да? Далее он просто псалмист, да, уповали, да, все это. И Бог хочет, чтобы мы покладали надею в Ним. Бог хочет, да, чтобы ми покладали надію справді в Нім. Да? І ось ці вірші, перший початок у Марка, ось Марк навіть тлумачить об этом, да, то, что здійсняється. В 9 же часу возопил Иисус громким голосом: «Элoi, Элoi, лама савахтани», что означает: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илью зовет». И один подбежал, тут уже как у Марка, вот у Матфея, да. Слава. И Бог святый, Бог, скажем, Он хочет, чтобы мы были святыми. И люди, они, скажем, они издевались над Иисусом Христом, да. Поношения были такие, вот он Илью зовет, поможет ли Илья, да, и вокруг Иисуса в этом псалме, тут 13 верш: «Множество тельцов отступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, и как лев, алчащий добычи и рычащий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск. Растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок. Язык мой приблинул к гортани моей, и ты свел меня в перси смертной». Лев, да, дьявол был задоволен. Есть такая как бы приповедь, что один молодой дьявол со старшим размовляют, и молодой каже: «Коли Иисус Христос умирал, да коли Он кричал там, да, и молодой дьявол говорит: мы его перемогли». А старейший ему кажет: «Нет, это он нас перемог». Менавіта, да, это то, что ее окружили, это злость, она так бесновалась, это зло.
И пробитые это ноги, да, ибо псы окружили меня, скопище злых отступило меня, пронзили руки мои, ноги мои. Можно было пересчитать все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делают ризы мои между собой, и об одежды моей бросают жребий. И у Матфея в 27 разделе 27-35, и у Марка в 15 разделе 24, у Луки 24 раздел 40 верш, и Иоанн 19-23, да. То, что, скажем, там еще про Захарии, то, что делят ризы, да, то, что псы его окружили, то, что и кости его сокрушенные пробили ему руки и ноги. А пророк Исаия напишет, будем это Великую Пятницу, вот эти слова учить, что в его ранах есть наше оздоровление. Это не радость. Бог оздоровляет человека. Бог сам отдает за тебе заменить свое життя. Он отдал нам вот опошнее, да, то, что было на нем, содрали все с его. И оденье, по его одению кидали леса, то, что осталось, он остался без ничего. И Святой Павел пишет, что, будучи богатым, да, он стал бедным. Иисус Христос стал бедным, Он отдал свое життя, отдал за кожного из нас. І ось, видите, радость от збавлення, знов от збавлення, то, що Бог сам виходить з ініціативою. І знов далі в 23 верше пишет: «Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания великого, восхвалять Его. Боящие Господа, восхвалите Его. Все семя Якова прославит Его, да благоволеют перед Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, Он не скрыл от Него лица Своего, но устрашил Его, когда сей воззвал к Нему. А тебе хвала моя, собрание великом, воздам обеты мои перед боящимся Его». Иисус воскресает, поговорите, будем в воскресенье, Великий день святковать. Воскресает и приходит в то место, где собрались учни. Да, потом и обещает им славу, да, показывает им свои руки и ноги. И обещает славу воскресения. Это не радость. Радость попросту Бог умирает, или Он не застається в гробі. И этот псалмист, он об этом пишет: «Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши во веки». Уживать это, споживание. Мы все бедные, каждый из нас бедный. А мы все жебраки и повинны быть такими жебраками, просить у Пана Бога этой милосердности, и Он дает нам ласки этой, да. И Он нас насытит этим. Насытить самим собою. Перше – это слово, да, то, какое Он дає. Другое – это сакрамент. Сакрамент, найсвятейший сакрамент. Сакрамент Евхаристии – это сакрамент сакраментов. Об этом так само будем размовлять. Насытить нас пробачением, коли приходим до Его в сакраменте покаяния, але насытить нас Духом Святым, яким ми розмовляємо, насытить нас радостью. І навіта, справді, ось це... У Господа есть царство, и у Господа есть царство, и Он владыка над народами. Да, это, и закончение этого псалма: «Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Мы народжены в Иисусе Христе, про сакрамент Святого Христу, про сакрамент конфирмации матримонии Духа Святого. Радуемся, братья и сестры, в этом. Радуемся, не глядячи на то, что час за спокуты, такий час покаяния. В этом покаянии повинны знести радость, как наблизиться до Пана Бога. Коли сегодня будут тебе посыпать голову попелом, подумай об этом, что ты прах и в прах вернешься, или вернемся к Богу. Или на сегодняшнее это подрихтовка, это 40-денний пост, это подрихтовка такая нашего життя, как справді перебывать в вечной радости. Ну и там мы сегодня закончим, и я закончим, может, с вами на псалмах. Наступным разом мы поразмовляем с вами об Новом Заповете, о радости в Новом Заповете. Ось. И потом такое подсумование будет уже опошние 2 конференции, потом далее пройдем. Нагадую вам, что сегодня распочался Великий пост. Сегодня обязывает теплый пост. Что значит теплый пост? 1 раз можно в день поесть, и без мяса
с 18 до 60 годов этот пост обов'язує. Хто може, то хоче поститися, то так. Але так само, що прошу вас об підтримки Радіо Марія. Це справді такої доброї справи евангелізації. Можна знайти, як це учинити на сайті. А вас запрошую друга п'ятниця місяця. Ось у нас в нашій парафії Богородиці Опікунки Сім'ї, весь святая мша за Білорусь. Треба молитися так само за нашу країну, щоб вона навернулась. Хвала Христу. Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія.